Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Дорофеев Рудольф, ученик 7 Б класса Вилюйской школы номер 2 имени Геннадия Семеновича Донского. Тема моей работы – определение уровня запыленности школьных кабинетов. Актуальность. Чистый воздух является залогом здоровья человека. Особенно важна чистота воздуха внутри помещения, поскольку именно в нем человек проводит в среднем 10-14 часов, а мы, дети и пожилые люди, 20 часов в сутки. Пыль – загадочная штука. Сколько ни убирая ее, она все равно накапливается. Это исследование имеет практическую ценность для обеспечения чистоты в помещениях школы. Цель исследования – определение уровня запыленности в помещении школы, влияние пыли на здоровье школьников. Задачи – узнать, что такое пыль, из чего она состоит и чем мы дышим. Узнать, как образуется пыль в помещениях. Провести исследовательскую работу. Рассмотреть влияние пыли на здоровье школьников. Познакомиться со способами борьбы с пылью. Разработать рекомендации образовательным учреждениям по улучшению санитарно-гигиенических норм. Область исследования. Экологическое пространство здания МБО Вилюйской средней общеобразовательной школы номер 2. Предмет исследования. Степень запыленности школьного пространства. Методы исследования. Опрос, наблюдение, сбор проб для исследования по методике Пономаревой. Анализ. Пыль – мельчайшие сухие частицы, носящиеся в воздухе или скапливающиеся на поверхности чего-либо. Источники пыли – 70% природная пыль, 30% пыль, производимая человеком. Состав пыли – минеральные частицы, текстильные и бумажные волокна, чешуйки кожи, цветочная пыльца, частицы сажи и дыма, неустановленного происхождения. Гипотеза. Пыль влияет на здоровье школьников. Если не уделять должного внимания на охране чистоты воздуха, то со временем им будет сложно дышать без последствий, связанных со здоровьем. Заболевания, вызванные пылью. Аллергия, ринит, болезни легких, астма, бронхит, конъюнктивиты, дерматокониозы. Экологическая шкала Пономаревой. От 0 до 5 – легкое, от 5 до 9 – среднее, от 10 до 15 – выше среднего, от 15 и выше – сильная загрязненность. Для определения степени загрязненности берем скотч, белую бумагу А4 и лупу или микроскоп. Скотч наклеиваем на любую поверхность, отлипаем и кладем скотч на бумагу, где начертан квадрат с размером 1 квадратный сантиметр. Под микроскопом или лупой определяем количество пылинок. Проведен опрос. В результате опроса выявлено, что влияет ли пыль на здоровье человека. Количество респондентов 84 человека. Из них ответили 72 «да», 7 «нет», 5 «не знают». Степень запыленности кабинетов школы. Учительский стол, учительский стул, ученический стол, ученический стул, низ батареи, верх шкафа, полка шкафа, стена, дверь, верх лампы. Степень запыленности объектов исследования по экологической шкале Пономаревой. Самыми загрязненными местами оказались низ батареи, верх шкафа. Выводы. Наши исследования по определению степени запыленности школьных кабинетов дали такие результаты. Первое. Самыми загрязненными кабинетами оказались кабинеты номер 2, кабинет химии, и номер 8, кабинет якутского языка и литературы. Наиболее чистыми кабинетами выявлены кабинеты номер 10, кабинет русского языка и литературы, и номер 11, математики. Второе. Самые загрязненные места в классах – это низ батареи и верх шкафа, а более-менее чистые места в классах – это ученические столы и стулья. Третье. По итогам анкетирования участников по вопросу влияния на здоровье 86% ответили положительно.
8% отрицательно, 6% не знают. Четвертое. По итогам наблюдений местами массового посещения оказались коридор и столовая. Заключение. Во время пандемии большое внимание уделяется санитарной обработке помещений, не только медицинскими рециркуляторами, но и санитарной влажной обработкой. В жилых домах можно использовать увлажнители для воздуха. Этими способами можно избежать запыленности и сильных загрязнений воздуха. Также для очищения воздуха можно использовать комнатные растения, такие как хлорофитум, монстера, фикус и другие. Рекомендации по борьбе с пылью в помещениях. Первое. Наводить порядок в шкафах, чтобы минимизировать накопление грязи и пыли. Второе. Ежедневная влажная уборка. Третье. Использовать правильные моющие средства. Четвертое. Проветривание помещений. Пятое. Использовать правильный вакуумный пылесос. Шестое. Пользоваться очистителями воздуха или циркуляторами. Спасибо за внимание.